Приграничную часть в районе Шамсидин-Шохин отвели ближе к границе с Афганистаном. Число желающих поступить в вузы сократилось на 15%. Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая. 6 граждан Таджикистана задержаны в Польше за нелегальное пересечение границы. Дислоцированную в районе Шамсидин-Шохин пограничную часть отвели ближе к границе с Афганистаном на расстоянии 12 километров от таджикско-афганской границы. Зафар Гурзолда, председатель района Шамсидин-Шохин, на пресс-конференции подтвердил эту информацию и заявил, что это решение позволит усилить контроль на границе между двумя странами. Инфраструктура погранчасти на новом месте дислокации была сдана в эксплуатацию в мае нынешнего года. В церемонии сдачи принимал участие президент страны Эмомали Рахмон. Прежнее место дислокации находилось в 20 километрах от границы, и напрямую контролировать оттуда рубежи было невозможно. Новый погранотряд расположен на месте, которое считается сложным для пограничного контроля, сказал он. Гульзода добавил, что обустройство погранчасти продолжается, в частности, возводится дорога примерно 30 километров, которая уже проложена. Граница между Афганистаном и Таджикистаном в районе Шамсидин-Шохин разделена рекой Пянч и имеет 145 километров протяженности. В Таджикистане за последние 3 года число выпускников школ, планирующих поступить в вузы страны, сократилось в среднем на 13 тысяч человек. Руководитель Национального центра тестирования при президенте Таджикистана заявляет, что причиной сокращения в желании все больше числа абитуриентов поступить в зарубежные высшие учебные заведения. Однако местные аналитики считают, что интерес к получению высшего образования снизился после принятия поправок в закон о воинской службе, согласно которым студенты после окончания военной кафедры в вузах обязаны прослужить в армии 1 год. По данным Национального центра тестирования при президенте Таджикистана, в 2020 году число желающих в вузы составило более 100 тысяч человек. В этом же году заявки подали менее 82 тысяч, и лишь около 69 тысяч из них пришли на экзамены НЦТ. Глава НЦТ Сабзали Джафарзода на пресс-конференции сегодня подтвердил, что за последние 3 года серьезно сократилось число выпускников школ, планирующих поступить в местные высшие учебные заведения. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан внимательно следит за развитием событий в Тайване, сообщается в заявлении внешнеполитического ведомства страны. Таджикистан поддерживает территориальную целостность Китая в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права. Позиция Республики Таджикистан по Тайваню остается неизменной. Мы привержены политике одного Китая, и наша позиция изложена во всех официальных основополагающих таджикско-китайских документах, признавая правительство Китайской Народной Республики единственным законным правительством, представляющим весь Китай, отмечено в заявлении МИД. Ранее 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань. За полетом третьего лица в правительстве США в Тайбэе следили почти 3 миллиона пользователей. В Тайбэе Пелоси встретилась с официальными лицами Тайваня, включая лидера Цай Ивэн. Между тем, председатель КНР Си Цзиньпин назвал визит Пелоси еще одной демонстрацией нецивилизованной кампании империалистов. Накануне китайское правительство пригрозило Тайваню принятием долгосрочных и жестких мер из-за визита Пелоси. Кроме Таджикистана и стран Центральной Азии, также с заявлениями выступили МИДы Республики Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и выразили безоговорочную поддержку Китаю в связи со скандальным визитом 3-го официального лица США в Тайвань. Туркменистан официальную позицию по ситуации пока не высказывал. Погранслужба Польши сообщила о задержании 6 граждан Таджикистана и 7 иранцев, а также 2 курьеров на литовско-польской границе. Согласно сообщению, 1 августа этого года на участке польско-литовской государственной границы сотрудники Подляского пограничного отряда задержали 2 курьеров и 13 иностранцев. Патруль из пограничного пункта Руца-Тартак в поселке Будзийск направлен для досмотра 2 автомобилей с польскими регистрационными номерами. Водители граждане Украины в автомобилях перевозили иностранцев, которые не имели при себе документов, дающих право на законный въезд и проживание в Польше.
На автомобиле марки Volvo путешествовали 6 граждан Таджикистана и гражданин Ирана, а на Тойоте 6 граждан Ирана. В ходе проверки установлено, что иностранцы случайно пересекли путь из Литвы в Польшу, а ранее из Беларуси в Литву. Все они задержаны в присутствии офицеров с поста СД в рудке лесопилки. 2 гражданам Украины предъявлено обвинение в пособничестве, им грозит до 8 лет лишения свободы. Против 13 граждан Таджикистана и Ирана возбуждены административные дела, которые обязывают задержанных вернуться в Литву.